5 ноября в Москве открылась выставка, посвященная обороне Москвы. Ага. На Красной площади, ага, нашей столицы, ага, города Москвы. Ага. Очень много людей. Аэростат заграждение, ага, прожектор.
Зайди сюда. И подделавшие возраст пациентов, старители, во многих случаях Граждане, воздушная тревога. Мавзолей.
О, ворони. В принципе, да, там обзор, конечно, не самый большой, но тем не менее. Те, кто выжил, стали солдатами и командирами Красной Армии. А, так это тоже Т-26, только тот был с пулеметом. В составе регулярных воинских частей освободили свою страну. Пиковыми листьями и всякими. Профессиональные спортсмены, рабочие служащие, артисты и музыканты. Вместе с рабочими горки и вчерашними школьниками на войну шел цвет и столичной интеллигенции. Их так и называли. Писательская рота, научная, актерская, батальон имени Чайковского. Серые шинели рядовых надели солисты оркестра народных инструментов. Вместе с ними в строй встали даже кадровые дипломаты Народного комиссариата иностранных дел. Всего за 5 дней в ряды ополчения на защиту столицы встали 120 тысяч человек. Простые жители столицы разных возрастов сформировали 12 дивизий ополчений и ушли защищать свой город. Люди, не имеющие воинского опыта, которые не должны были воевать, задержали на 2 недели танки и солдат самой мощной и беспощадной армии мира. Кроме веры в победу, истины, человеческого желания быть полезным народом, у этих людей не было ничего, что им хотелось стать. Не было достаточного уважения. Надо было выживать в такой жизни. Так, там нет. Там какой-то...
О,